Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами встретились, чтобы обсудить проблемы подготовки выпускников 9 классов к ОГЭ по английскому языку. Последние 2 года учащиеся не сдавали предметы по выбору, сдавали только обязательные экзамены. Но в этом году ситуация стабилизировалась, и поэтому данный вопрос является актуальным. Определен следующий план работы на сегодня. Итак, я посчитала необходимым вспомнить о структуре экзамена, так как за последние 2 года произошли существенные изменения, а из-за того, что обучающиеся не сдавали экзамен, то и учителя могли не обратить на эти изменения внимания. Проанализировав опыт прежних лет, я обозначила наиболее часто встречающиеся трудности в подготовке к ОГЭ и способы их преодоления. То есть вот это у нас пункт проблемы обучающихся. Хотела бы поделиться с вами рекомендациями, путями решения обозначенных проблем. Возможно, у каждого есть свои приемы и формы работы над данными проблемами. Ну и было бы замечательно, если бы мы смогли поделиться своими наработками. Ведь цель у нас у всех одна. Общая – это помочь обучающимся успешно преодолеть все трудности и сдать выпускные экзамены. Начнем с теории, немножко теории, вспомним о том, как проходит экзамен по английскому языку. Итак, основной государственный экзамен ОГЭ – это основной вид экзамена для выпускников 9 классов в средней школе в России. Сдача ОГЭ необходима для перехода в 10 класс, и результаты ОГЭ влияют на оценки в аттестате. К сдаче ОГЭ допускаются выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации с годовыми отметками по всем предметам не ниже 3. Выпускники с 1 двойкой с условием, что будут сдавать экзамен по этому предмету, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, обучающиеся в общеобразовательном учреждении, и выпускники прошлых лет, не получившие аттестат. Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений сдают 2 обязательных экзамена «Русский» и «Математика» и 2 экзамена по предметам по выбору. Согласно новому порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, экзамены по другим учебным предметам обучающие сдают на добровольной основе по своему выбору. На экране вы видите структуру экзамена по английскому языку. Разработчики ОГЭ по английскому 2022 года следуют европейской традиции и разделяют экзамен на 2 части – письменную и устную. Письменная часть длится 120 минут и содержит 4 раздела, которые проверяют следующие ключевые аспекты языка. Это аудирование, чтение, лексико-грамматические навыки, письмо. Устная часть состоит из 3 заданий, в которых учащиеся должны прочитать текст, поучаствовать в диалоге-расспросе и представить монологическое высказывание. Задания организованы по принципу увеличения сложности. Например, первое задание в блоке аудирования проще, чем последнее. ФИПИ считает, что 9-классники должны знать язык на уровне А2 по международной системе. Задания и материалы подбираются таким образом, чтобы соответствовать этому уровню. Давайте остановимся на каждом из ключевых аспектов поподробнее. Аудирование изменилось сильно. Теперь в нем содержится 11 заданий. В задании 1 теперь дается 4 высказывания и по одному вопросу с вариантами ответа на каждое. Раньше подобное задание было последним в блоке. Далее, второе задание изменилось внешне. Теперь участникам нужно соотнести высказывания с рубриками, выражающими их содержание. И третье задание в блоке аудирования полностью новое. Вопросы, начиная с 6 по 11, составляют таблицу, которую необходимо заполнить, опираясь на прослушанное интервью. От учеников требуется особая аккуратность. Нужно не только внимательно слушать говорящего, но и не запутаться в самой таблице и верно записать информацию. Это у нас было аудирование. Следующий блок – это чтение. В блоке чтения 2 задания. Задание номер 9 относится к базовому уровню сложности. Нужно выбрать из предложенных текстов тот, в котором содержится ответ на вопрос. Вопросов больше, чем текстов, поэтому один остается без ответа.
За каждое верное соотнесение можно получить 1 первичный балл. Всего 6. В ЕГЭ есть похожее задание, но там не вопросы, а заголовки. Ну и следующее задание в разделе чтения сложнее. Ученики должны прочитать текст и определить, опираясь на его содержание, верны ли утверждения. Всего 7 утверждений, и за каждый верный ответ дается 1 первичный балл. В ЕГЭ подобное задание есть в блоке аудирования. Так, следующий аспект, проверяемый в государственном экзамене, это лексико-грамматический блок. Лексика и грамматика. Здесь комбинируются задания повышенного и базового уровней. Именно в этом блоке ученики чаще всего и ошибаются. Ошибки могут быть связаны как с незнанием необходимых тем, так и с непониманием формата заданий. Задания с 17 по 25 проверяют грамматические навыки, которые должны сформироваться у выпускника 9 класса. Дается связанный текст с пропущенными словами, и экзаменуемые должны преобразовать слова таким образом, чтобы они подходили в текст грамматический. Задание 26-31 похоже на них, но проверяют не грамматические, а морфологические навыки. Ученики должны с помощью приставок или суффиксов изменить слово так, чтобы оно соответствовало пропуску в тексте. Это у нас задание по лексике и грамматике. Задание... Так, возвращаясь, вернусь еще, немножко в лексико-грамматический блок. Оба типа заданий есть в ЕГЭ, однако тематическое наполнение будет отличаться. На ЕГЭ выпускники должны продемонстрировать владение большим объемом грамматического и морфологического материала. С полным списком необходимых тем можно ознакомиться в кодификаторе на сайте ФИПИ. Следующий раздел, это раздел 4, задание 35, это написание электронного письма другу по переписке из страны изучаемого языка. Объем письма 100-120 слов, письмо недостаточного объема, а также часть текста электронного письма, превышающая требуемый объем, не оцениваются. На данном слайде вы видите критерии оценивание задания 35 в экзамене по английскому языку, и вы видите, что максимальное количество баллов, которые учащийся может получить за написание электронного письма, составляет 10. И основные критерии, которые вы видите тоже на экране, это решение коммуникативной задачи, за него можно получить максимально 3 балла, организация текста 2 балла, лексико-грамматическое оформление текста 3 балла, ну и орфография и пунктуация 2 балла. На данном слайде вы видите, как оценивается задание. Порядок подсчета слов, задание 35. Также вы видите дополнительную схему оценивания, которую использует эксперт при проверке работ обучающихся. Ну, как мы видим, в этом аспекте особых изменений нет. Количество слов считается так же, как и раньше, однако необходимо обратить внимание на изменение структуры письма. Если раньше это было неформальное письмо другу, то теперь это написание электронного письма. Соответственно, теперь нет необходимости указывать адрес и дату, а также необходимо заменить слово «письмо» на слово «сообщение» или «имейл» и так далее. Ну и вот так выглядит письменная часть экзамена. Мы с вами рассмотрели 4 аспекта, которые включены в данную часть. Это аудирование, чтение, лексика и грамматика и письмо. Ну а теперь давайте перейдем к разделу «Устная часть». Устная часть ОГЭ состоит из 3 заданий. Вы их видите на экране. На выполнение заданий отводится 15 минут. И каждое последующее задание выдается после окончания выполнения предыдущего задания. Все время ответа ведется аудиозапись. Например, задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера. Время на подготовку 1,5 минуты и время на запись ответа не более 2 минут. В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе, то есть ответить на 6 услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Время ответа на каждый вопрос 40 секунд.
При выполнении задания 3 необходимо построить связанное монологическое высказывание на определенную тему с опорой на план. Время на подготовку 1,5 минуты. Время на запись ответа не более 2 минут. Рекомендуемый объем высказывания 10-12 предложений. Сколько же можно получить баллов за устную часть ОГЭ? На экране вы видите, что максимальное количество баллов за весь раздел составляет 15. 2 балла можно получить за чтение текста. Критерии оценивания выполнения заданий устной части вы видите на экране. И вы видите, как оценивается и за что можно получить 2 балла, 1 или 0 баллов. Оценивание второго задания также вы видите на экране. За него можно получить, за участие в условном диалоге-расспросе можно получить 6 баллов. И здесь важно, что оценивается отдельно каждый из 6 ответов на данные вопросы. Ну и за монолог можно получить максимально 7 баллов. Это тематическое монологическое высказывание. Здесь 3 критерия: решение коммуникативной задачи, организация высказывания и языковое оформление высказывания. Итак, мы рассмотрели с вами обе части, письменная и устная часть. И я думаю, теперь, когда мы знаем уже структуру экзамена по английскому языку, мы можем с вами проанализировать, какие же проблемы возникают у учащихся при подготовке к экзамену. Трудности при подготовке к ОГЭ возникают в большинстве своем в связи с существенным отличием формы проведения данной процедуры от традиционных экзаменов. А именно, в государственном экзамене оцениваются фактические знания и умение рассуждать, решать. Экзамен охватывает весь объем учебного материала или его большую часть. Практически отсутствует возможность исправить свою ошибку. Результаты выполнения задания необходимо перенести на специальный бланк регистрации ответов. Ну и также вызывает проблему присутствия незнакомых экспертов. Экзамен во все времена являлся стрессовой ситуацией для участников образовательного процесса, но условия проведения ОГЭ, столь отличающие его от традиционной формы сдачи экзаменов, ставят учеников в более жесткие рамки. Поэтому очень важно научить воспринимать экзамен не как испытание, а как возможность проявить себя, улучшить оценки за год, приобрести экзаменационный опыт. На слайде вы видите проблемы, которые я выделила. Может быть, вы еще какие-то проблемы видите при подготовке учащихся к экзамену. Ну вот, как я уже и говорила, серьезной проблемой является психологическая неготовность учащегося к ОГЭ. Он проходит в непривычной для ученика среде, в другом учебном заведении, за ним присматривают в кабинете незнакомые люди, поэтому, конечно, можно представить себе учащегося на его месте и понять, насколько ситуация для него может быть нервной. Далее, конечно же, серьезная проблема, когда ребята не знают формата экзаменов, типов заданий к ОГЭ, не знают критерии оценивания заданий, не знают, за что они могут получить баллы, а за что они могут быть, в каких разделах они могут потерять свои баллы. Это тоже серьезная проблема. Часто учителя-предметники сталкиваются с проблемой определить уровень владения английским языком у учащихся. Часто также я слышу от ребят то, что они не успели что-то сделать, то есть они не умеют правильно распределять время на выполнение каждого раздела экзамена. Даже готовясь дома, многие ребята не ограничивают время выполнения пробного варианта
не оправданно много времени тратят, например, на чтение, и в результате у них не хватает времени на письмо, не распределяют время, перенося все ответы сначала в черновик, и затем не успевают перенести все в лист ответов. То есть вот тайм-менеджмент не развит у ребят. Ну и, как следствие, вот не умеют заполнять экзаменационные бланки. Это серьезные проблемы. Как же с ними можно справиться? Ну, конечно, первое – это составить памятку совету учащимся для успешной сдачи ОГЭ. Далее, как я вижу, что можно рассмотреть формат экзамена на методическом объединении учителей английского языка, школы или учебного заведения, в котором работает учитель, где учитель должен сам ознакомиться и проанализировать нормативные документы, провести анализ этих документов и документов, регламентирующих разработку КИМ на сайте ФИПИ. Важно учителю следить за изменениями в структуре и содержании контрольных измерительных материалов и своевременно доводить информацию до сведения учащихся. Сначала разъяснить в доступной форме своим ученикам, какие задания им предстоит выполнять, сколько времени отводится на каждый раздел, как правильно заполнять бланки ответов. Ну и затем на родительских собраниях довести данную информацию до сведения родителей. Следующий шаг – это необходимо провести входную контрольную работу в формате экзамена с целью определения степени освоения изученного материала. Ну и следующее, что нужно, это приучить учеников сдавать устную часть на компьютере и развивать чувство времени, так как отсчет времени нервирует многих экзаменующихся. Как можно все эти проблемы решить? Ну, конечно же, как можно быстрее принять решение, примерно в сентябре, о том, какой экзамен учащийся выбрал. Ну, например, если он выбрал английский язык, то хорошо бы знать это уже с начала учебного года. Следующее – это познакомить учащихся с памятками для выполнения заданий каждого раздела. Учащимся регулярно выполнять задания из открытого банка заданий, размещенных на сайте ФИПИ, включая демонстрационную версию ОГЭ текущего года. Считаю важным учителю и учащимся приобрести нужные для подготовки к экзамену учебники и пособия. Ну, если не удается приобрести их, то можно воспользоваться средствами интернета, ресурсами интернета. Их сейчас достаточно много, и активно использовать для подготовки. Необходимо регулярно читать обновления на сайте ФИПИ. Конечно же, составить план работы, в котором будет намечен путь подготовки ученика, ну и контрольные точки изучения материала. Неплохо было бы завести тетрадь-конспект для всех видов речевой деятельности, чтобы перед экзаменом ученику не приходилось искать записи, сделанные на разных листочках или в рабочих тетрадях, чтобы это была одна тетрадь, которую можно было бы открыть, перед экзаменом пролистать. Особенно хорошо разделить письменную часть и устную часть. Также и письмо отдельно желательно записывать, чтобы просто все освежить в памяти перед экзаменом непосредственно. Необходимо еженедельно анализировать результаты на основе заданий из банка ФИПИ. Ну и найти в интернете тренажеры для сдачи ОГЭ. Сейчас пока это все еще у нас в доступности. Так, ну давайте теперь остановимся на проблемах, возникающих при подготовке к конкретным аспектам, включенным в экзамен. Начнем с аудирования. Ну, к примеру, если возникает трудность при аудировании текста в определении места действия диалога. Здесь я бы порекомендовала посмотреть внимательно задание, выписать к каждому месту ключевые слова. Во время аудирования обращать внимание учеников на общий смысл прослушанного текста. Игнорировать неизвестные слова. Это очень важный навык, потому что многие учащиеся стремятся понять каждое слово, которое они слышат, и если какое-то слово им непонятно, то начинается паника. Из-за этого они забывают и не успевают просто дослушать то, что нужно.
Особое внимание необходимо обращать на слова, которые повторяются в тексте с целью отвлечения внимания слушающего. Необходимо слушать первое задание вместе с учениками, делать паузу после каждого говорящего и, конечно же, обсуждать основную идею текста. Вот при подготовке к ОГЭ, конечно же, необходимо обратить внимание на развитие читательской грамотности учащихся, потому что зачастую ребята не всегда даже понимают, что от них требуется, потому что они пропускают задание, не читают задание, не вдумываются в его смысл, поэтому могут допустить ошибки при его выполнении. Например, возьмем чтение. Какие проблемы здесь могут возникнуть? Вот при чтении многие учащиеся стараются перевести опять каждое слово, и это не совсем верно, потому что поиск похожих слов в тексте и ответах ведет их к ошибке. Или при чтении вслух учащиеся забывают делать паузы, не соблюдают интонацию, забывают правила чтения дат и географических названий. Я считаю, что в данном случае при работе с текстами необходимо ориентировать учеников на понимание общего смысла. Конечно, перед экзаменом необходимо повторить правила чтения, предложить учащимся работать с текстами различных жанров и типов, уделять внимание работе со словами, близкими по смыслу, больше читать текстов вслух, желательно научно-популярного жанра. Ну и на дополнительных занятиях необходимо слушать тексты и обращать внимание на паузы и ударения. Все это ведет к улучшению результатов при выполнении аспекта чтения. Какие проблемы могут возникнуть у учащихся при подготовке к разделу говорения? Итак, очень часто я слышу от учащихся, которые уже проходили сдачу ОГЭ, то, что мешают те ребята, которые сдают экзамен рядом. Да, конечно, они должны быть готовы к тому, что в аудитории экзамен будут сдавать сразу несколько учащихся, и поэтому внешний шум мешает сосредоточиться, вследствие чего они допускают ошибки. Или вот еще при ответах на вопросы, то есть условный диалог-расспрос, ребята невнимательно слушают сам вопрос. При монологической речи в ситуации стресса на экзамене количество фраз может сократиться. Ну, вот такие проблемы видятся мне. Как с ними бороться? Что можно сделать? Тренировать учащихся строить монологические высказывания в шумных местах. Ну, то есть, когда несколько человек одновременно сдают как монолог на уроках, использовать для этого можно оборудование, которое есть в классе, ноутбуки и так далее. Это очень неплохой прием. Также необходимо развивать чувство времени. Внимательно слушать вопрос и в ответе использовать слова из задания, и это поможет не запутаться в грамматике. Далее, для монолога лучше выбрать стандартное вступление и заключение, чтобы ученик чувствовал себя увереннее. Надо их выучить. Это касается особенно ребят, которые у нас в группе риска. Понятно, что те, у кого уровень владения языком высокий, достаточно высокий, то он может и в стрессовой ситуации подобрать необходимые фразы, необходимые клише. Ну а тем, кто послабее, конечно, нужно просто выучить вступление, заключение, ну и научить его обращать внимание на те пункты плана, которые даются для монолога, и научить его составлять 2, ну максимум 3 предложения на каждый из пунктов плана, и уже наберется необходимый объем монологического высказывания. Какие решения могут быть данных проблем? На уроках предлагать всем ученикам дать ответ на вопрос, а затем выбрать лучший. Или выучить учащимся 5-10 фраз, клише для разных ситуаций. Также мы можем, как учителя, тренировать учащихся произносить не менее 12-14 фраз. Ну и за 2 месяца до экзамена проверить, понимает ли учащийся основную мысль тем и может ли ответить на все вопросы заданий на сайте ФИПИ. Так, следующий аспект – это письмо. Какие проблемы возникают у учащихся при написании письма?
Ну, первое, это, конечно же, не знает или не соблюдает правила написания и оформления письма. Электронное письмо другу по переписке, ну, наверное, отличается от тех письменных высказываний, которые учащиеся теперь в жизни пишут. Такие правила им чужды, и они не хотят их соблюдать и не всегда соблюдают. Не умеют делить письменное сообщение на абзацы или испытывают трудности при выполнении заданий на знание лексики и грамматики, не умеют самостоятельно добывать и обрабатывать информацию. Ну, вот это перечень проблем, которые связаны с письмом. Здесь можно было бы составить шаблон написания личного письма, ну и, конечно же, совершенствовать лексико-грамматические навыки во всех видах речевой деятельности и в коммуникативно ориентированном контексте. Учителям необходимо выработать у учащихся привычку контролировать грамматическую и смысловую стороны написанного, вводить новые методики по совершенствованию навыков письма. Можно также предлагать новые интересные упражнения, например, написать небольшое письмо своему кумиру и так далее. Ну, вот мы с вами рассмотрели некоторые проблемы, которые могут возникнуть у учащихся при подготовке к экзамену. Я бы хотела с вами поделиться своей системой работы с детьми и родителями в процессе подготовки к сдаче ОГЭ по английскому языку. Одним из главных условий для успешной сдачи ОГЭ, на мой взгляд, является разработка индивидуальной стратегии деятельности при подготовке к экзамену и во время его проведения, то есть различных приемов, способов, которые в соответствии со своими личностными особенностями использует ученик и которые позволят ему добиться наилучших результатов на экзамене, а также система работы учителя. Вот мою систему работы вы видите сейчас на экране. Как обычно, учебный год в 9 классе я начинаю со стартовой диагностической работы. Данная диагностическая работа содержит различные грамматические и лексические задания, темы, которые мы изучали до 9 класса. И результаты этой диагностической работы помогают мне определить проблемные зоны каждого из учащихся. То есть это необходимо даже не только для тех, кто сдает экзамен, но и вообще для всех, кого я обучаю. Кроме того, после определения проблемных зон я составляю список обучающихся группы риска. Выяснив, кто будет сдавать экзамен, кто уже выбрал экзамен по английскому языку, мы вместе с ребятами определяем график консультаций по подготовке к ОГЭ. Причем сейчас консультации могут проходить не только в очной форме, но и в онлайн-форме, что является очень удобным для учащихся, потому что мы можем встречаться с ними вечером в Zoom и обсуждать точно так же все проблемы, которые возникают у ребят при подготовке. Можем делать пробные упражнения, тренировочные упражнения и так далее. Мы ведем дневник консультаций, в который мы записываем темы, которые мы повторили уже, или темы, которые еще необходимо повторить. Это удобно для ребят, это удобно для меня, чтобы я видела, что мы уже что-то сделали. И помогает нам сделать прогнозы на будущее, посмотреть, что еще необходимо повторить, например. Следующий. Я работаю в технологическом лицее, где учащиеся сдают экзамены в зимнюю и летнюю сессию. Кроме того, кроме зимней и летней сессии, мы проводим пробные экзамены в зимние и весенние каникулы. И я обязательно составляю или беру варианты предыдущих лет, провожу их прямо в условиях максимально приближенных к экзамену. Далее я систематически провожу индивидуальную работу как с обучающимися, так и с родителями.
потому что родителям необходимо тоже быть в курсе того, что происходит, того, что учащиеся должны сдавать экзамен. Ну и, конечно же, я привлекаю психолога для снятия различных психологических проблем. Ну, это у нас даже работа не только моя как учителя, это всего педагогического коллектива. То есть психолог сопровождает учащихся выпускных классов на протяжении всего года, и психолог разрабатывает памятки по подготовке и по поведению во время экзамена, как для учащихся, так и для родителей. Хотелось бы поделиться с вами теми наработками, которые есть. Но, к примеру, я активно использую в своей работе элективный курс, разработанный мной. Далее на следующих слайдах я вам предоставлю его, покажу. Английская грамматика легко, например. Программа внеурочной деятельности «Будь лучшим» также направлена на то, чтобы улучшить знания по грамматике и лексике. Учащимися нашего лицея был создан банк видеороликов по грамматике. Тоже остановлюсь поподробнее позже. Кроме того, готовясь к контрольным работам, вот уже получается за много лет работы сформировался банк контрольно-измерительных материалов КУМК Spotlight. Я работаю по УМК Spotlight. И поэтому составляю свои контрольные работы, поскольку они в свободном доступе, обычные контрольные работы в свободном доступе, поэтому каждый может, учащийся, воспользоваться помощью интернета. Вот, поэтому приходится уже выходить из данной ситуации и составлять свои контрольно-измерительные материалы. Также контрольно-измерительные материалы к промежуточной аттестации в форме экзамена и зимней и летней сессии составляю самостоятельно и использую шаблоны государственного экзамена по английскому языку. То есть все практически контрольные работы в нашем лицее проводятся в формате ОГЭ. Ну и ЕГЭ, соответственно, там уже 11 класс. Как и говорила, хочу показать вам, к примеру, фрагмент программы «Английская грамматика легко». Хоть она у меня тут и написана 10-11 классы, данную же программу и подобранные упражнения я использую для подготовки к экзамену в 9 классе. Если видите, вот здесь у нас идет повторение грамматических форм, таких как вот настоящее простое, вы видите, время, прошедшее время повторяем, проводим самостоятельные работы. То есть этот элективный курс помогает мне готовиться к консультациям и проводить консультации с учащимися 9 классов. Следующее, вы видите рабочую программу курса внеурочной деятельности «Be the best», «Будь лучшим». Срок его реализации 1 год, 17 часов. Ну и здесь мы тоже готовимся, конечно, к олимпиадным заданиям, но все-таки мы рассматриваем здесь именно стратегии подготовки к каждому заданию. То есть, как я уже говорила, необходимо научить ребят правильно выполнять каждое задание, а значит, нужно, чтобы они освоили различные стратегии подготовки. То есть, к примеру, как работать с инструкцией, как работать с заданием, как работать с текстом, например, как... Что у нас еще есть? Работа с текстовыми заданиями, на извлечение запрашиваемой информации и так далее. И это помогает выработать умение не обращать внимания, например, в аудировании на слова, от которых не зависит понимание основного содержания. Учит ребят анализировать и разбирать типичные ошибки и так далее. То есть вот эта программа очень полезна и очень помогает нам подготовиться к экзамену. Вот, как я уже и говорила, в 2020 году было создано 8 обучающих видеороликов по грамматике английского языка. Учащиеся самостоятельно разработали, разместили их на канале YouTube. Вы видите вот его адрес. Я рекомендую тем, кто будет сдавать ОГЭ, просмотреть видеоролики для повторения необходимых грамматических тем.
Ребятам данная форма очень нравится, потому что объясняю не я, не какой-то взрослый учитель, а их сверстники. Поэтому больше доверия, что ли, интереснее то, что делали ребята. Поэтому вот данный банк мне очень помогает. Хотелось бы его продолжить, хотелось бы наполнить его еще дополнительными видеороликами, и работа в этом направлении ведется и приносит неплохие результаты. Так, как я и говорила уже, я разрабатываю контрольно-измерительные материалы к экзамену по английскому языку. Перед вами сейчас на слайде билеты, подготовленные к зимней сессии в 8 классе. То есть вот если мы говорим о системе, то хочу сказать, что система работы по подготовке к экзамену начинается не только в 9 классе, но уже и в 8. То есть вот у нас экзамен проходил в зимнюю сессию, и также точно у нас делится экзамен на 2 части, письменная и устная. И вот в устной части, к примеру, посмотрите 3 задания по типу ОГЭ, где нужно прочитать текст, где нужно принять участие в диалоге-расспросе и нужно составить монологическое высказывание. Ребята имеют перед собой план высказывания, и в течение 2 минут они должны составить монолог, рассказать его. Ну, в этом году еще и я активно использую различное оборудование, то есть ноутбуки. Вот в этом году так случилось, что я работаю одна, группы у меня большие, и поэтому всех прослушать одновременно не удается. И, как мы уже привыкли, из всех минусов мы находим плюсы. Теперь я монологическое высказывание принимаю одновременно, прям как на экзамене. 5 ноутбуков ставлю по очереди, ребята подходят, выполняют задания, ну и затем мне приходится собирать все и уже проверять. Но с одной стороны, да, конечно, это затратно по времени, с другой стороны, я могу охватить практически всех за один урок. Каждый может представить свой монолог. Но и это даже не только те, кто сдают экзамен, да, то есть я вам говорю о том, что я работаю на каждом уроке со всеми учащимися, и практически все знакомы с форматом экзамена по английскому языку. Вот так выглядит, такие билеты у меня составлены. Ну и также могу предложить вашему вниманию фрагменты контрольно-измерительных материалов. Вот есть к летней сессии, то есть я показываю, что в каждой в каждой контрольной работе содержится задание по типу и форме ОГЭ. Письмо, слово образование вот здесь, ну это только фрагменты, понятно, что вся контрольная работа, и ребята за время учебы привыкают уже к такому формату, поэтому он не вызывает у них никаких трудностей, и все знают, как выполнять задания. Также я говорила о том, что необходимо составить шаблоны. Ничего не вижу плохого в том, чтобы учащиеся, особенно те, кого мы определяем в группу риска, имели какой-то шаблон перед собой и даже выучили, поскольку на самом деле психологический аспект, он играет большую роль. И можно забыть, даже и сильные учащиеся могут испытать определенные трудности. Поэтому, показываю вам шаблон письма, электронного письма. Каждый может из учащихся в течение года выбрать те фразы, которые нравятся, их использовать, и уже постоянно используя их в течение года, у них не возникает трудностей при написании электронного письма. Так, на самом деле, в общем и целом, по моему мнению, для успешной сдачи экзамена ОГЭ по английскому языку, как и всех экзаменов в данной форме, нужна добросовестная подготовка в течение, конечно же, нескольких лет, осуществляемая учащимся при поддержке учителей, при поддержке семьи. Я с вами поделилась своими наработками, возможно, у кого-то их даже больше. И если есть какие-то интересные идеи, которыми вы можете поделиться, да, можно поделиться там где-то в комментариях, то вы можете их отправить. Думаю, что мы рассмотрели все запланированные вопросы, которые я озвучила в начале нашего семинара. Поэтому хотелось бы вам, дорогие коллеги, пожелать удачи в работе, вашим учащимся успехов на экзаменах, ну и, конечно же, всем нам здоровья. Спасибо.